Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Начался рабочий визит парламентариев Туркменистана в Китай. С 20 мая запускается дополнительный автобусный рейс из туркменской столицы в Туркменбаши. Ашхабад победил Алты-Насыр в первом четвертьфинале Кубка Туркменистана и другие новости. В среду начался рабочий визит делегации под руководством председателя Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой в Китайскую Народную Республику. Визит туркменских парламентариев имеет цель донести до международной общественности миролюбивую государственную политику Туркменистана, проводимую в соответствии со статусом постоянного нейтралитета, и содействовать развитию межпарламентских отношений Туркменистана и КНР. Автомобиль УЛАГ Хазматы с 20 мая запускает ежедневные дополнительные автобусные рейсы по маршруту Ашхабад-Туркменбаши-Ашхабад. Пассажиры могут приобрести билеты в кассах автовокзалов. Стоимость проезда в одну сторону составляет 65 манатов. Делегация Министерства образования Туркменистана приняла участие в ключевой сессии Всемирного форума образования в Лондоне, посвященной ИИ. Заместитель министра Азат Атаев подчеркнул важность международного сотрудничества по этическому внедрению искусственного интеллекта в образовательную среду. Он обратил внимание на необходимость создания индивидуальных траекторий обучения, защиты учащихся от информационной перегрузки и обеспечения равного доступа к цифровым возможностям. В Ашхабаде состоялся торжественный ужин в рамках недели турецкой кухни. Посол Турции Ахмед Демирок отметил, что проект продвижения турецкой гастрономии по всему миру инициирован супругой президента Турции Эмине Эрдоган. Дипломат подчеркнул уникальность турецкой кухни с ее экологически устойчивыми традициями, от безотходных методов приготовления до разнообразия вегетарианских блюд. В Узбекистане состоялось первое заседание термесского диалога по взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией на тему строительства общего пространства мира, дружбы и процветания. В работе форума приняли участие руководители внешнеполитических ведомств, эксперты аналитических и научно-исследовательских центров стран Центральной и Южной Азии, представители финансовых институтов, международных и региональных организаций. В Эмирате Рас-эль-Хайма завершился конкурс по снижению веса, в котором участвовали более 24 тысяч жителей ОАЭ. Победителем стал 31-летний житель Дубая Амрит Радж, который похудел на 45,7 килограммов. В начале года мужчина весил 225 килограммов. За достижение он получил денежный приз в размере 13 800 дирхамов. Среди женщин первое место заняла жительница Дубая, пакистанка Спина Гатаи, сбросившая 25 килограммов. Победитель отметил, что ключевыми факторами успеха стали правильный психологический настрой и поддержка жены. Несмотря на результат, Радж планирует участвовать в конкурсе и в следующем году, поскольку считает проблему лишнего веса еще не решенной полностью. Международная группа ученых проанализировала детские сухие завтраки за период с 2010 по 2023 год и обнаружила тревожную тенденцию. Производители увеличивают содержание сахара, соли и жиров, одновременно сокращая количество белка и пищевых волокон. Исследование показало, что в некоторых детских хлопьях одна порция содержит более 45% от дневной нормы сахара. Это означает, что ребенок уже утром потребляет почти половину допустимого суточного количества сахара. Футбольный клуб «Ашхабад» одержал победу над Алты-Насыром со счетом 2-1 в матче четвертьфинала Кубка Туркменистана. Встреча состоялась в среду на стадионе в Безминском Итрапе. Столичная команда захватила преимущество уже в первом тайме благодаря дублю Мергена Нурлыева. На 88-й минуте Ашхабад остался в меньшинстве. Воспользовавшись численным преимуществом, Алты-Насыр сократил отставание. Халмамедов реализовал пенальти, установив окончательный счет встречи. В параллельном матче четвертьфинала Ахал и Капидак разошлись миром 2-2. Ответные матчи четвертьфинала турнира пройдут 17-18 июня. Футболисты Тоттенхэма обыграли со счетом 1-0 Манчестер Юнайтед в финальном матче Лиги Европы. Единственный мяч на 42-й минуте забил полузащитник лондонского клуба Бреннан Джонсон. Для Тоттенхэма это первый европейский трофей за 41 год. Благодаря победе в Лиге Европы Тоттенхэм напрямую выйдет в основной раунд Лиги чемпионов в следующем сезоне. В чемпионате Англии шпоры располагаются на 17-м месте. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.